Итак, в число юбиляров у нас попал Проспер Мериме. Это французский писатель XIX века. Прожил долгую жизнь. В учебниках по зарубежной литературе любят упоминать, что Проспер Мериме – поклонник России. Он дружил с Тургеневым. Уже взрослым человеком выучил русский язык. Читал Льва Николаевича Толстого в оригинале. Но его кругозор был очень широкий, вот, это заметно и по творчеству. По датам жизни можно увидеть, что его жизнь и деятельность приходится на период романтизма в литературе Франции. И считается, опять-таки традиционно в литературоведении, что Мериме представляет собой такую переходную фигуру между романтизмом и классическим реализмом. Классический реализм – это Стендаль, с которым они дружили. Стендаль с похвалой отзывался о ранних опытах Мериме, о ранних работах. Бальзак, Флабер. Но при этом Мериме оставался романтиком. И вот тема, которую я выбрал, она как раз характерна для романтического рассмотрения. Извините, можно? Да-да. Технологии и цивилизации. В качестве спойлера, с точки зрения Мериме, мы все мельчаем, мы все имеется в виду цивилизация, западная цивилизация. Технология – это один из способов, с помощью которого цивилизация деградирует, а альтернативы ей нет. Вот. Есть, правда, небольшое утешение, которое присутствует в новелле «Кармен». Об этом я в самом заключении скажу. То есть Проспер Мериме видел, наблюдал технологический прогресс, и это его очень-очень не радовало. Это если кратко. Начинал Мериме очень весело. Вот. Постмодернисты отдыхают по сравнению с тем, что вытворял Мериме, когда начинал свою литературную карьеру. Первый сборник пьес, который он опубликовал, назывался «Театр Клары Газуль». Это пьесы, которые якобы написаны испанской актрисой и общественным деятелем по имени Клара Газуль. Действие всех пьес происходит в Испании. Написано на испанские сюжеты. Мистификация довольно рано разоблачилась, но вот Мериме любит писать свои истории с точки зрения такого опосредованного повествователя. Вот начинал он именно с такой позиции. Еще более хулиганская версия – это сборник стихов, точнее 29 баллад, который называется «Гузла». Гусли. Это славянское слово «гусль». История была такой. 1827 год, уже с конца XVIII века европейские читатели увлекаются национальными фольклорными произведениями, самобытность. И на этой волне Мериме говорит: я еду на Балканы, буду собирать вам песни славян. Далмация, Босния, Хорватия, Герцеговина, да, это вот бывшая Югославия. Но денег у него хватило только до Венеции доехать. Куда хватило? До Венеции. Дальше в Венецию он не уехал. И, сидя в номере гостиницы, за этих самых несчастных славян, он за них сочинил все баллады, которые якобы были народные. Там была только одна баллада настоящая, которую он перевел на французский язык. Да. Одна баллада. Многие купились, они приняли этот сборник за реальный славянский фольклор. Среди тех, кто принял это за настоящий фольклор, был Александр Сергеевич Пушкин. Он перевел, ну или точнее пересказал
как обычно у Пушкина, да, вольный перевод, произведение из Мериме называется у Пушкина это «Песни западных славян». 16 произведений. Перевод. Мицкевич одну поэму, балладу перевел на польский язык. Вот. Ну, говорят, что только Гёте сразу раскусил Мериме и сказал: замечательная стилизация, слишком хорошо сделано, чтобы быть настоящим фольклором, но читать интересно. Вот. Потом это опять-таки разоблачилось. То есть Мериме старался вот в этих мистификациях как-то все прятаться, да? Прятаться, уходить. И обратите внимание, что уже в этих произведениях он уходит куда-то на периферию. Живет во Франции, француз, а пишет про Испанию. Испания в те времена это страна такая мало, ну, скажем, недоразвитая, отсталая в экономическом, социальном плане, экзотическая немного. Здесь у нас юг Европы, Балканы, тоже не очень, тоже такое периферийное варварское пространство. И это его большинство произведений связано вот с этими темами. Какие-то задворки цивилизованного мира, куда он стремится уйти. В 1829 году, сейчас эта дата уже немного затерта, но это за год до публикации романа «Собор Парижской Богоматери», это даже за 2, по-моему, да, даже чуть больше. Это за несколько месяцев до публикации другого романа исторического Альфреда де Виньи Сен-Мар, и за много лет до того, как начал писать свои блокбастеры, бестселлеры Александр Дюма. Мериме достаточно был таким новатором в жанре исторического романа во французском варианте. Это роман «Хроника царствования Карла IX». Действие происходит в XVI веке. Но перед тем, как рассказать про этот роман, да, у меня будет много спойлеров в моей лекции, поэтому если вы произведение не читали, вам может быть потом неинтересно. Некоторые я постараюсь приберечь, вот. Но здесь вот придется про сюжеты рассказывать. Исторический роман – это роман, который появился в рамках романтизма, то есть это романтическая литература. И очень романтический подход. С точки зрения романтиков, весь наш мир – это постоянный акт творения. Такая у них полумистическая философия, у немецких романтиков была, согласно которой весь мир у нас одухотворен, это одухотворяющее начало называется мировая душа, и поэтому мир постоянно изменяется. Ну а раз он изменяется, значит каждый наш день, каждый год, каждое десятилетие уникально, то есть неповторимо. Ну а раз оно неповторимо, оно обладает, так же как неповторима душа каждого человека, она обладает, историческое событие обладает, историческая эпоха обладает своим характером, как у человека, своим духом. Zeitgeist, немецкое слово, это было введено романтиком. Условно, исторические романы можно разделить на две категории. Вот то, что у меня справа на экране, это схема, подход Вальтера Скотта, который жил в Англии. В Англии последняя революция произошла чуть более чем за 100 лет до рождения Вальтера Скотта. Вот. И у него был такой более взвешенный научный подход к историческому развитию. А слева это подход французов, больше к французам, потому что французы, как вы понимаете, в конце XVIII века это Великая Французская революция, начало XIX века это Наполеоновские войны, они были в самой гуще событий. Они это наблюдали воочию, это они чувствовали на своей шкуре. В чем разница? Если история постоянно творится, значит, есть те, кто эту историю творят, субъекты. И субъектами этой истории могут быть выдающиеся личности,
«Королева Марго». Да, вот так называется роман Александра Дюма. «Графиня де Монсоро». «Три мушкетера», да, которых на самом деле 4, и главный мушкетер не мушкетер, а Д'Артаньян, но это уже не так важно. Вот. Д'Артаньян — это реальное историческое лицо, Атос и Портос и Арамис тоже реальные исторические лица. Это реальные люди, которые принимали участие в конкретных исторических событиях. А вот с точки зрения авторов романа типа Вальтера Скотта, участниками исторических событий являются не отдельные люди, а огромная масса людей, которых что-то объединяет. Вот это что-то романтики называли духом или духовностью. Да? Понятие «национальная самобытность» — это изобретение романтиков. Вот. Это духовное общество называется нация. И нация — это вот переживание субъектом своей принадлежности к некой общности, которая обладает духовностью, общей духовностью. Поэтому я студентам говорю, что если бы не романтики, у вас бы в школьной программе не было такого предмета, как история родной страны, история России. Потому что этот предмет был введен как инструмент приобщения детей, обучающихся к национальному духу. Через изучение истории вы проникаетесь этим духом и становитесь частью нации. Точно так же, говорю я, как до романтиков никому не приходило в голову специально тратить время и изучать родной язык. Зачем? Мы же его и так знаем. Да? А сейчас ЕГЭ по русскому языку обязателен. Что изучали? Изучали нормальные языки, которые требуются культурным людям. Это древнегреческий и латынь. Вот их надо изучать. А зачем французу изучать французский язык? Но в крайнем случае французу нужен английский, чтобы торговать с Англией, для прикладных целей. Вот. А чтобы книжки читать, быть образованным человеком — это классика, это античная культура, это латынь и древнегреческий. Вот. И, как я говорю студентам, обратите внимание, когда вы изучаете родной язык, например, русский, то вы изучаете его не как иностранный. Ваша задача не говорить без ошибок. Ваша задача говорить и писать красиво. Да, вот если мы сверхзадачу сформулируем, которую предъявляет учитель, сверхкритерий для сочинений, которые задает ученикам, что там была красота. Грамотность нужна, но грамотность не важна. Да? Вот. Язык и история, изучение языка и истории — это приобщение к национальному духу. А что движет историей? Опять-таки, я когда студентам об этом говорю, спрашиваю: помните, что вы зубрили больше всего, когда читали, готовились к экзаменам по истории? Вообще, что вы запоминали на уроках истории? Дата такой-то битвы, дата такой-то битвы, дата такой-то битвы, дата такой-то битвы, да? Революция, восстание и так далее. Ну, случайно туда может затесаться 1861 год, отмена крепостного права, но она одна на весь учебник русской истории. Войны, восстания, революции, гражданские войны и так далее. Это, опять-таки, изобретение романтиков. С точки зрения романтиков, у нас история — это череда конфликтов. Конфликты — это движущая сила истории. Если у вас нет конфликтов, истории нет. Да, история — это обязательно конфликт. И поэтому истории самой по себе присущ драматизм. И поэтому пьесы, которые писал Проспер Мериме, как драматург он начинал, он как-то органично переходит к историческому роману. У него, кстати, есть пьеса на историческую тему, абсолютно не пригодная для постановки на сцене. Там чуть ли не сотня действующих лиц, там 36 картин или сцен. Так же, как и драма Кромвель Виктора Гюго, она не постановочная. Жакерия.
Жакерия – это восстание крестьян во Франции XIV веке, пугачевщина, аналог пугачевщины в России. Итак, конфликт. Ну, конфликт – это основа рода литературы, драма. Поэтому драматизм присущ историческому событию. Действующими лицами исторических событий в версии Вальтера Скотта, в версии романистов, которые идут по его стопам, являются не отдельные выдающиеся личности, а социальные группы. Социальные группы, то есть это группа людей, которых что-то объединяет. Ценности, образ жизни, какие-то установки, извините. Вот. И романист описывает, как эти социальные группы, как эти массы друг с другом взаимодействуют, как они конфликтуют. Отсюда схема, которую разработал Вальтер Скотт, состоит в следующем. Главным героем оказывается вымышленный персонаж. Вымышленный персонаж, который случайно оказывается втянутым в крупные исторические события. Он вообще не собирался в них участвовать, но обстоятельства так складывают. Ну, говоря грубо, поехал к бабушке на каникулы, а тут война. Да. Ни сном, ни духом, а тут у нас восстание. Тут у нас крестьяне поднимают бунт. Он этого не ожидал. В отличие от романов типа Александра Дюма, где молодой человек спускается с гор в недорогом спортивном костюме, он, правда, по-другому одет, но у него примерно такой же стиль, на лошади оранжевого цвета, зовут этого юноша Д'Артаньян, и он рвется в Париж, чтобы как можно быстрее погрузиться в интриги во дворце. Вот это другой тип романтизма, исторического романа. Здесь у нас герой оказывается втянут в исторические события невольно. Почему? Потому что Д'Артаньян у нас уникальный человек, таких, как он, больше нет, а вот такие, как персонажи Вальтера Скотта, таких, как он, много. Социологический тип. В историческом романе главным героем обязательно должен быть молодой человек, юноша, потому что этот юноша обязательно должен влюбиться в девушку. Это необходимое условие, обязательное условие для исторического романа. Одна из причин, по которой исторические романы считаются литературой для юношества. Вторая причина. Дело в том, что исторические романы – это работа воображения. Нужно себя представить на месте людей прошлого. А у взрослых людей воображение работает хуже, потому что слишком захламлено уже сознание всякой дрянью, да? Вот. А им читать это неинтересно. А вот подростки романы Вальтера Скотта и Александра Дюма читают с большим удовольствием. А для чего нужна девушка? Вот у меня тут на слайде написано, это такой студенческий вариант, лекционный вариант. Любовно-авантюрный элемент функционален. То есть в историческом романе нет рассуждения о том, а вот он меня любит или не любит, а по-настоящему любит или нет, а может он меня уже разлюбил. Нет. Вот это вынесена проблематика за скобки. Исторический роман не про это. Там любовь как данность. Мы исходим из того, что герой любит свою избранницу, избранница любит его. И их отношения в течение действия романа не меняются. Меняются обстоятельства вокруг. А вот они друг друга любят постоянно. Да? Это не проблема. Законы жанра, условия игры. А нужна девушка для того, чтобы она принадлежала к противоположному лагерю. И тогда у автора романа получается такой удобный прием. Показать одну сторону и вторую сторону. И личная жизнь, соответственно, зависит от того, как закончится этот конфликт. У Вальтера Скотта конфликт обязательно заканчивается компромиссом. Ну, что такое компромисс? Это свадьба.
В английском варианте, почему главным героем должен быть именно молодой человек, а не девушка? Девушка – второстепенный персонаж, главный герой обязательно юноша. Потому что девушку замуж выдают. Или ее в жены берут. В русском языке, да? А молодой человек женится. Да? Предлагает руку и сердце. То есть, видите, да, в первом случае пассивный залог, во втором случае активный залог. Активным должен быть главный персонаж. Инициатива должна принадлежать главному герою. Почему? Потому что главный герой должен быть победителем. Человек, главный герой, повторяю, это у Вальтера Скотта в его схеме, он принадлежит к победившей стороне. И вот их брак – это окончание конфликта, примирение сторон, когда победитель берет у побежденного все самое лучшее. Вот это типичный финал. Оформляется это в виде брака. Вот. Но еще раз повторю, это Вальтер Скотт, который сидит на острове, на территории которого военных конфликтов с 1688 года нет. Там более или менее мирная обстановка. У французов немного будет своя специфика. По этой схеме у нас написана классика русской литературы. Это «Капитанская дочка». Вот все, что я только что говорил, вы без труда найдете в «Капитанской дочке» Александра Сергеевича Пушкина. Да. Также Лоботряса отправили служить как можно дальше, потому что плохо себя вел. Тут Пугачевское восстание, тут девушка, в которую он влюбляется, то он попадает в лагерь к самозванцу, то к правительственным войскам и так далее. Кому интересно, можете сравнить «Капитанскую дочку» с романом Роб Роя и Вальтера Скотта. Вот абсолютно похожая схема. Но вернемся к Мариме. Да, французская специфика. В Мариме Мариме сочетает в себе элементы одновременно и французской исторической такой романистики, и британской, английской. Все классически. Главный герой – молодой человек Бернар де Мержи, который с юга Франции едет в Париж. Действие происходит в XVI веке, когда Францию охватывают гражданские войны по религиозному признаку. Каким словом еще называют гражданские войны? Вот каким эпитетом награждают обычно конфликты, которые обозначаются как гражданские войны? Совершенно верно. Итак, братоубийственная война, поэтому второй персонаж в этом романе – это его старший брат Жорж де Мержи, которого проклял отец по вполне понятным причинам, потому что Жорж де Мержи из протестантизма перешел в католичество. И поэтому его считают отступником. Вот. Ну и без спойлера не обойтись, они, конечно, в ходе романа друг друга убивают. Ну, вернее, Бернар убивает Жоржа. Итак, с одной стороны, у нас есть человек, который активно стремится попасть в гущу исторических событий, Бернар де Мержи. Он хочет попасть к адмиралу де Калиньи, чтобы стать его помощником, вступить в его армию. Это армия протестантов-гугенотов. Вот. А с другой стороны, он типичный представитель вот такого протестантского лагеря во Франции. Он, естественно, встречает девушку по имени Диана де Тюржи, которая, естественно, католичка. И она в течение всего романа пытается его переубедить, по примеру брата, перейти в католицизм. Вот, классический вариант. То есть элементы и
романа вот такого британского и элементы французского романа. Что еще от французской специфики мы можем найти в исторических романах и в частности в этом произведении? Перечислю ряд событий, которые произошли во Франции с 1789 года до 1848. Итак, в 1789 году начинается революция. В 1993 году учреждается Первая республика, которая в 1805, по-моему, году превращается в империю. В 1814 году возвращается, Наполеон терпит поражение первое, потом вот второе при Ватерлоо, возвращается династия Бурбонов, опять реставрация, опять монархия. В 1830 году еще одна революция, устанавливается конституционная монархия. В 1848 году еще одна революция, устанавливается Вторая республика. Потом в 1951 году будет переворот, устроенный внучатым племянником Наполеона Бонапарта, ставшим потом Наполеоном III, и начинается Вторая империя. Как видите, у нас, как в «Свадьбе в Малиновке», власть меняется, меняется, меняется. Французы это видели, и отсюда очень интересные и живые романы, которые они пишут по сравнению с романами Вальтера Скотта или даже Фенемора Купера, американского автора исторических романов. Это повествования, которые очень насыщены событиями. Почему? Потому что они были свидетелями того, как это происходит в реальности. Когда Людовик XVIII входит в Париж весной 14 года, его встречает ликующая толпа. И он не может понять, а кто тогда отрубил голову Людовику XVI, если тут все так любят короля и королевскую власть. Да. То есть французы знали, как это все быстро меняется. Вот. В то же время они понимали, что исторические процессы необратимы. Пример реставрации, когда король вернулся, королевская власть вернулась, династия точнее вернулась, пыталась восстановить все как было, не получилось. И для исторических романов во Франции характерный высокий уровень политизированности, как правило, по тексту понятной симпатии автора. Они такие тенденциозные. Кроме того, революция сопровождалась террором. Это была очень большая травма для общественного сознания. Слишком много жертв. И поэтому, если у Вальтера Скотта история у нас – это переход от хорошего к лучшему, да, это обязательно события, которые в конечном итоге ведут к прогрессу, у французских писателей отношение к истории гораздо более пессимистичное. С точки зрения французских историков, писателей и историков тоже, кстати, исторический прогресс, он аморален, он безнравственен. Любое участие в исторических событиях ведет к тому, что человек себя губит. Губит физически, губит морально, губит свою душу. И для историков, для французских авторов исторических романов, исторический конфликт – это неразрешимый, не имеющий хорошего выхода тупик конфликт. Нет правых сторон. Здесь виноваты все. Центральное событие в романе «Хроника царствования Карла IX», да, по поводу названия. Как я сказал, вот это тоже элементы романов Вальтера Скотта, которые примерно за 10 лет, нет, 29 минус. Да, 15 лет появились до Проспера Мериме. Хроника царствования, да? Вам говорят о том, что это будет история о типичном событии, которое могло произойти во Франции в XVI веке. Да? Названо не именем человека, а названо вот так обозначением периода. Ну, у Вальтера Скотта обычно через запятую после названия бывают такие уточнения. У Эверли или 60 лет назад.
Проспер Мериме, он долго колебался с названием. Он хотел назвать 1572, точка, хроника царствования Карла IX. Потом все-таки остановился на вот этой. Событие центральное в этом романе – это событие, произошедшее 24 августа 1572 года. Кто знает, чем примечателен этот день, а точнее ночь? Да, это ночь на День Святого Варфоломея, Варфоломеевская ночь, когда сначала в Париже, а потом спустя несколько дней по всей Франции прокатилась волна погромов, убийств католиками гугенотов. Почему Проспер Мериме берет это событие? Потому что он, так же как и другие французы, был наследником вот этой травмы террора революционного. И он, конечно, пытался объяснить для себя, для своих читателей, а как такое могло случиться. В предисловии к этому роману Мериме разбирает несколько теорий заговоров. Кому была выгодна Варфоломеевская ночь, кто от нее получил определенные дивиденды, кто это все организовал. Он последовательно эти теории заговора разбирает и указывает на их несостоятельность. И вывод, к которому приходит Проспер Мериме, очень похож на знаменитое высказывание Александра Сергеевича Пушкина из уже упоминавшегося сегодня романа «Капитанская дочка». Бессмысленный и беспощадный. Цитата из предисловия к роману. По моему мнению, все указывает на то, что это великое избиение не явилось следствием заговора против части своего народа. Варфоломеевская ночь представляется мне непредвиденным стихийным народным восстанием. Если бы народ не был готов, не было бы у вас Варфоломеевской ночи. Если бы вот эта масса, народная стихия, не откликнулась на какие-то призывы, тогда бы не было этой ночи. Это она ведет за собой лидеров, а не наоборот, утверждает Проспер Мериме. Да. Логика истории состоит в том, что это событие должно было произойти, потому что народ был к этому готов. Да. Лежала куча хвороста, достаточно одной искры, чтобы все вспыхнуло. Причина. Парижский люд был тогда до ужаса фанатичен. Горожане создали нечто вроде национальной гвардии, готовы были взяться за оружие, едва лишь заслышать набат. Гугеноты пользовались при дворе некоторым расположением, но от этого они стали еще заносчивее и еще ненавистнее своим врагам. Насколько парижане любили герцога Гиза, настолько гугеноты, дважды их осаждавшие, были им ненавистны. Словом, для того, чтобы фанатики бросились резать своих павших ересь соотечественников, нужно было кому-нибудь стать во главе их и крикнуть «бей!» только и всего. То есть он описывает это событие именно как неуправляемое, как стихийное бедствие. Вот. Теперь, как вы думаете, виноват ли народ в том, что это событие произошло? Он опять-таки в предисловии оговаривается. Ну, в XVI веке была другая страна, другие нравы, другая психология, и для XVI века это нормально. Я немного упрощаю, но смысл такой, что не надо их осуждать с позиции нашего XIX века, гуманного XIX века. Для тех времен это нормально, говорит он. И обратите внимание на позицию. Десятки тысяч убитых, реки крови, а Мериме говорит, а мне хочется понять, а вот как это случилось? Какая была психология людей, которые так поступили? Исследовательская позиция. Да? И вот когда вы занимаете такую позицию, говорит, вернее, он в этом романе это еще не говорит, но он в последующем это будет явно. Когда вы такую позицию занимаете, когда вам интересно узнать, исследовать, то вы успокаиваетесь.
и становится жить не так страшно. Пример такого поведения у нас есть уже в этом романе. Жорж де Мержи. Почему он стал католиком? Потому что, говорит Жорж, ну, его там обидел герцог Канде, лично нанес обиду. А еще он говорит, так что католики, что гугеноты, они одинаковые. И те, и другие фанатики. И это правда. И Проспер Мериме отходит от традиционной версии, что это злые католики организовали резню. Он говорит, ну вообще хороши были и те, и другие. А католиками стал по очень простой причине, говорит он. Потому что католики не так требовательны к твоей душе. Им достаточно, чтобы ты пришел, отстоял обедню и ушел. Удобно. А так я ни во что не верю. Вот те, кто ко мне меньше пристает, я к теме примкнул. Вот. А вместо Библии он читает книжку Рабле. А Рабле — это пример такого ренессансного гуманизма XVI века. После этого романа Мериме обращается к новеллистике, коротким рассказам. В отличие от других писателей, я не знаю, вы когда-нибудь видели роман Виктора Гюго «Отверженная»? Ну, в таком варианте, да? Бумажный. Вот. Причем у Гюго такая манера письма, он где-то страниц на 10 говорит одну мысль, но очень пафосно, другими словами, но мысль одна и та же. Вот. То есть вообще романтики, они многословные, они любят много говорить. Реалисты тоже, но у реалистов другая задача, у них задача описать все детально и подробно, достоверно, да? Поэтому у Бальзака тоже достаточно большие произведения по объему. А вот Мериме, он новеллистику пишет, короткий рассказ. И в этом отношении он занимает такое промежуточное положение между романтиками и реалистами. Ну, напомню, романтики, они хотят нас, поясню, романтики нас хотят куда-то увлечь в мир подальше от нашей грешной реальности, и скучной, обыденной. Реалисты, наоборот, хотят нас погрузить в эту настоящую жизнь, чтобы мы поняли, как она устроена, то есть заставить нас изучить эту жизнь. У Мериме, соответственно, такой промежуточный подход, который сочетает романтический и реалистический. Цитата из предисловия к тому же самому роману «Хроника царствования короля Карла IX». В истории я люблю только анекдоты. Но тут поясню, здесь речь идет не о анекдотах в нашем понимании этого слова. Анекдот — это короткая поучительная история. Как правило, реальная, как правило, с реальными историческими деятелями, но она короткая. И она раскрывает характер. Из анекдотов предпочитаю такие, в которых, как мне подсказывает воображение, нахожу правдивую картину нравов и характеров данной эпохи. Страсть к анекдотам нельзя назвать особенно благородной, но к стыду своему должен признаться, что я с удовольствием отдал бы Фукидида. Фукидид — это прославленный древнегреческий историк, описавший Пелопоннесскую войну между союзом Афины и Спарты. За подлинные мемуары Аспазии. Аспазия — это любовница Перикла, руководителя Афинского государства во время этой Пелопоннесской войны, или Периклова раба. Ибо только мемуары, представляющие собой непринужденную беседу автора с читателем, способны дать изображение человека, а меня это главным образом занимает и интересует. Итак, смотрите, он ищет короткие выразительные эпизоды, которые бы позволяли раскрыть сущность эпохи, характер народа или характер человека. Да? Чтобы все было понятно, то есть чтобы узнать. Но при этом это должно быть настолько наглядно, что это очень ярко и захватывающе. И экзотическое. Такая химическая чистота должна быть эксперимент. Какой у него взгляд на ход истории? Опять-таки, это цитата из предисловия к роману «Хроника царствования короля Карла IX». Сильные чувства выродились, жизнь стала спокойнее и, пожалуй, то есть может быть счастливее.
Остается решить вопрос, лучше ли мы наших предков, а это не так легко, ибо взгляды на одни и те же поступки с течением времени резко изменились. Но вот это сильные чувства выродились, это настроение Просперы Мориме. Мы живем в мире, где страсти, энергия людей угасают. И чем более развита цивилизация, чем она технологичнее, тем эти страсти и энергия все истощаются, становятся все менее привлекательными и все реже встречаются. Отсюда его внимание к периферийным областям. По его мнению, вот там, на периферии, куда цивилизация еще не дошла, вот там еще можно найти сильные чувства и сильные страсти. Новелла у него в основном строится вокруг этих тем. Если действие происходит во Франции, то это измельчавшие люди с измельчавшими страстями, а сильные страсти, сильных людей мы находим на периферии. А кто-нибудь читал новеллу «Кармен»? Конечно. Да. Так вот, действие новеллы происходит в какой стране? А главная героиня? Правильно, цыганка, да? То есть у нас, видите, периферия вдвойне. У нас действие перенесено в экзотическую периферийную по отношению к развитой Европе страну Испанию, а в Испании выбирается не испанка, а цыганка. А второй персонаж, он не испанец, а баск. Это еще более экзотическое. Да? То есть у нас периферия. Матео Фальконе, остров Корсика. Таманга – это Африка, дикари африканские. И в чем состоит слияние романтизма и реализма? Я, говорит Мориме, ищу события, которые отмечены исключительностью, и поэтому не романтические. Но в то же время это те события, которые выявляют характер, типичный для данной нации. То есть, с одной стороны, примеры яркие, но показательные. Вот так у него сочетается позиция исследовательская и позиция человека, интересующегося экзотикой. Вот. А для какой профессии это характерно, я скажу, когда дойдем до новеллы «Кармен». С одной стороны, интерес к экзотике, а с другой стороны, исследовательский интерес. Ну, еще цитата в этом же ключе. «Для меня нет задачи интереснее, чем обстоятельнейший анализ исторического персонажа». И вот тут упоминается Кювье для восстановления мегатерия и многих вымерших животных. Способ, которым аналогичным тому, каким воспользовался Кювье. Кювье – это палеонтолог, он изучал ископаемых животных, ну, динозавров. И ему принадлежит известная фраза. Чтобы воссоздать скелет динозавра, мне нужна одна берцовая кость и 40 бочек гипса. Потому что по одной детали я могу понять, как устроен весь организм. Вот Мориме ссылается на этот метод, и его новелла – это короткий рассказ, та самая берцовая кость, которая позволяет увидеть характер народа, характер эпохи и характер человека. Ну, кратко упомяну, что французские романтики, и в этом отношении Мориме наследует французским романтикам, исходили из руссоистского подхода к цивилизации. Этот подход Руссо высказал в трактате «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства между людьми». Ну, если кратко. Все зло в этом мире вот от этой штуки, вот от этой штуки, вот от проектора, который у нас над головой, то есть от технологий. Технологии – это зло с точки зрения Жан-Жака Руссо. Конечно, в XVIII веке технологии были не бог весть какие, но даже тогда Руссо указывал на то, что все плохое идет от телевизора, от смартфонов и так далее. Почему? Потому что это развращает. Я приведу примеры из новелл Эдгара По, где показано развращающее действие технологий.
Вот. Ну и, соответственно, Руссо говорит, что чем у нас люди дальше от цивилизации, тем они лучше. Это концепция естественного человека. Индейцы прекрасные люди, потому что они не развращены технологией. Африканцы у нас хорошие люди, потому что они не развращены технологией. Ну и, конечно же, русские крестьяне у нас прекрасные люди, потому что они живут согласно философии Жан-Жака Руссо. Да. Понимаете, да? Вот. Духовность русского крестьянина хорошо описана трактатом Руссо. Руссо – это один из любимых писателей Льва Николаевича Толстого. Духовность, если есть поговорка. Недосол на столе, пересол на спине. Нет, это вы про реальных крестьян, а я имею в виду то, как их воспринимали славянофилы. Славянофилы, между прочим, в русской культуре это самые образованные люди, они знали несколько языков, как минимум 5-6 европейских, они прекрасно знали европейскую литературу, и поэтому и философию, и изучив ее, решили, что применить ее фактически к русской культуре. Да? Вот. Ну, правда, по этому поводу есть анекдот, когда мой любимый анекдот про Льва Толстого, когда мимо Ясной Поляны проезжает поезд, и видно, как здоровый мужик с окладистой бородой косит косой траву. И одна пассажирка у проводника спрашивает: а это не сам ли граф Лев Николаевич Толстой? Да вы что, сударыня, мы на дачном поезде едем, а граф Лев Николаевич Толстой косит траву только перед курьерскими поездами. Перед курьерскими поездами. Он на дачные поезда не разменивается. Вот. Ну, принцип понятен. Чем дальше от цивилизации, тем люди лучше. Чем люди более цивилизованы, тем они более развращены. Все зло от железок. Смотрите фильм «Аватар». Итак, самый показательный в этом отношении пример – это новелла «Таманго». Сюжет, я думаю, вам известен. Ну, я как вот тот самый ракурс возьму и по мере рассмотрения этого ракурса упомяну некоторые события из этого сюжета. Что нам показывает Мориме в этой новелле? Я сознательно использую современную терминологию. Главный, один из героев этой новеллы, занимающийся работорговлей, французский моряк Лиду, это суперэффективный менеджер в сфере работорговли. Или торговец черным деревом. Бизнес очень выгодный, потому что работорговля запрещена, и поэтому цены на рабов в Америке, ну, на Мартинику их везет, это французская колония в Южной Америке, остров, вот, она стала еще выше. Да. Теперь смотрите, что такое эффективный менеджмент? Это инновация. В отличие от большинства моряков, у него не было того непреодолимого страха перед новшествами и той косности, от которых они никак не могут избавиться, даже попав на высшую должность. Все технические новинки нужно использовать для чего? Для работорговли. Это повышает прибыль, это делает бизнес эффективнее. Наручники и цепи, запас которых обычно имеется на невольничном судне, всегда были у него новейшей системы, тщательно смазывались для предохранения от ржавчины. Судно было специально переоборудовано для перевозки невольников. Он потребовал, чтобы междупалубные пространства, узкие, со впалыми стенками, были не выше 3 футов 4 дюймов. В одном футе так, 30 сантиметров. Да, то есть это чуть меньше метра, чуть больше метра. И утверждал, что при такой высоте невольники не слишком большого роста могут сидеть достаточно удобно. А вставать, зачем им вставать? Дальше. Продуманная логистика. Прислоняясь спиной к внутренней обшивке, негры сидели 2 параллельными рядами, между которыми оставалось свободное место. На всех других невольничьих судах, служившие только для прохода.
Лиду догадался поместить чернокожих и сюда, уложив их перпендикулярно к сидящим. Таким образом, его корабль вмещал на десяток негров больше, чем всякое другое судно того же водоизмещения. Вот что значит, повторяю, очень грамотный подход эффективного менеджера. Запасные грибцы. Ну, там парусное... Кто там умирает? Нет. Да, там парусное судно, но он говорит о том, что умирает не так много, как у других работорговцев. Цивилизация. Очень такое ироничное высказывание в этой новелле. Невольники были переданы французским матросам, которые поспешили снять с них деревянные рогатки и надеть им железные ошейники и кандалы. Неоспоримое доказательство превосходства европейской цивилизации. Да. Итак, гимн технологичности работорговли представлен в новелле Таманга. Так. На судне во время пересечения Атлантического океана. Так, стоп. На судне вспыхивает бунт. Негры взбунтовались, они смогли перебить всех белых на корабле. И, казалось бы, вот она свобода. Да, свобода. В чем проблема, кто помнит? Совершенно верно. Они оказались на сложно устроенном судне парусном. И у них не хватает квалификации направить его в нужное место. Ну или, как это говорится в тексте новеллы, этот огромный фетиш белых не захочет вести нас на родину после того, как мы пролили кровь его повелителей. Итак, белые уничтожены, а цивилизация есть. И эта цивилизация продолжает их держать в заложниках. Почему они не догадались поставить нескольких умеющих вести судно? Потому что дикари, которые испытывают ведомы сильными страстями. Сильными страстями. Как дикари, они же на своей территории-то там умеют и животных. Вот, а здесь, да, вот еще цитата. Большие деревянные дома, которыми они не могут управлять. Он называет это, называют они в этой новелле. Кроме того, у них же Таманга есть, это вождь, он должен решить. Там есть такой момент напряженности, когда они говорят ему, ну давай, выручай нас, ты же вождь. Но вождь это почти бог, да? Что-то среднее между богом и героем. Значит, Таманга предлагает следующий план. Да? Ну, то есть, понятно, крепостные крестьяне ворвались в помещичью усадьбу, нашли какие-то непонятные штуки. Вот. Значит, коллекцию китайского фарфора, да, можно на горшке, из которых кормить свиней. В общем, когда у нас дикари попадает в их руки что-то сложно устроенное, они идут по пути упрощения. Таманга предлагает план. Мы можем по своему желанию управлять легкими лодками, похожими на лодки нашей Родины. Он показал на шлюпку и другие лодки, находившиеся на борту бригов. То есть они с большого деревянного дома пересаживаются на маленький. Наполним съестными припасами, сядем в них и будем грести по ветру. Мой и ваш повелитель заставит его дуть в сторону нашей Родины. Вот. А дальше, комментирую ваши замечания. Если будешь грести все прямо перед собой, то в конце концов обязательно встретишь какую-нибудь землю, населенную неграми, потому что чернокожие владеют землей, а белые все живут на кораблях. Это он слышал от своей матери. Понятно, да? У белых свое представление о том, как устроен мир, где они главные. У чернокожих
свое представление о мире, где они главные. Да? Ну и как я вас попытался подвести к этой идее, заканчивается все очень грустно, потому что альтернативы нет. Финал рассказа. Последний абзац. В общем, по дороге все погибают, остается Таманга и его жена. Там жена тоже умирает последней. Его подбирает английский бриг. Довозит до ближайшего острова. Плантаторы требовали, чтобы его повесили как негра-бунтовщика. Но губернатор, человек гуманный, заинтересовался им и нашел, что его можно оправдать, так как в сущности он воспользовался законным правом самозащиты. Это английский бриг. К тому же, кого он убил, это всего-навсего французы. Ну, подумаешь, убили несколько десятков французов, да? Какая разница? Не так уж и плохо поступили. С ним поступили, как поступают с неграми, ему вернули свободу, заставили работать на правительство, кормили и платили по 6 су в день. Еще раз предложение. Ему вернули свободу, заставили работать. То есть, понимаете, да, что такое свобода? Кандалы. Да, по-другому, как бы невидимые, но те же самые кандалы. Он был рослый, красивый человек, командир 75-го полка, увидел его, взял к себе литаврщиком в полковой оркестр. Он немного выучился по-английски, но не любил разговаривать. Зато он неумеренно пил ром и сахарную водку. Умер в больнице от воспаления легких. Вот это путь африканского вождя, который покорял окрестные племена, от воли которого зависели судьбы десятков, сотен и тысяч людей. Вот его цивилизация так переживала и сделала абсолютно безобидным. Да. Был людоед, стал литаврщик 75-го полка. Вот. Еще более грустная история Маттео Фальконе. Веселых историй у вас нет. Есть небольшое утешение в самом конце. А? В самом конце есть небольшое утешение. Действие этой новеллы происходит на острове Корсика, кстати, родина Наполеона Бонапарта, в местности, которая называется Маки. Маки – это такой партизанский край, цитата из новеллы, родина корсиканских пастухов и всех тех, кто не в ладах с правосудием. Еще, это некий аналог зеленки, да, то есть некие заросли, где легко прятаться. И там у нас контрабандисты. Корсика, остров, задворки Франции, поэтому цивилизация пока сюда не дошла, но в этой новелле нам показано, что она уже пришла. Значит, 3 основных персонажа. Маттео Фальконе, его сын, единственный, Фортунато счастливчик, и Джанетта Сан-Пьеро. Это его дальний родственник, контрабандист. Значит, обычно для Корсики история. Сан-Пьеро догоняют солдаты, ловят бандита-контрабандиста. Сан-Пьеро ранен, поэтому он убежать не успевает и просит Фортунато его спрятать. По всем законам гостеприимства, законам вот этим естественного человека, он должен ему помочь. Но Фортунато – сын Маттео Фальконе, а не Маттео Фальконе. Он уже подвергся влиянию цивилизации. Так же, кстати, как в Таманга. Таманга попал в рабство, потому что он напился. А кто его напоил? Европейцы. А что ты мне дашь, если я тебя спрячу? Вот это вопрос уже под влиянием цивилизации. А что мне будет, если я тебе помогу? Бандит пошарил в кожаной сумке, висевшей у него на поясе, и вынул оттуда 5-франковую монету. Фортунато улыбнулся, схватил ее и сказал Джанетте: «Не бойся ничего». Он его спрятал. Но тут дальше описано, как он его искусно спрятал, как его нельзя было найти ни при каком условии.
Почему? Потому что только Фортунато теперь сможет узнать, где спрятался Джанетто. Но из-за серебряной монеты в 5 франков. Что может быть сильнее пятифранковой монеты? Забегая вперед, скажу. Последняя модель айфона. Ну, во времена Риме не было айфонов, но были другие гаджеты. Кто знаком с текстом новеллы, понял, о чем идет речь. Солдаты, догоняющие контрабандиста раненого, говорят: не видел ли ты Джанетто? Он сначала отказывается, а потом сержант говорит. Сержант вытащил из кармана серебряные часы, которые стоили добрых 10 IQ. И, заметив, что глаза маленького Фортуната загорелись при виде их, сказал ему держать часы на весу за конец стальной цепочки. «Плутишка, тебе бы, наверное, хотелось носить на груди такие часы. Ты прогуливался бы по улицам Порто-Веккио, гордо как павлин, и когда прохожие спрашивали бы у тебя который час, ты отвечал бы: поглядите на мои часы». Смотрите, в предыдущем варианте у нас первый признак растления – пятифранковая монета. А здесь еще более глубокий вариант. Почему? Ну ладно, 10 IQ не стоит, то есть в 2 раза больше, чем… Нет. 5 франков, по-моему, IQ больше, да? То есть, по-моему, там в одном IQ где-то… В одном IQ, по-моему, 4 или 5 франков было. Вот. Ну, в общем, дороже. Но это полбиты. Почему не просто монеты дают? Чисто логика. Целые часы дороже. Да. Часы – это технологическая новинка. И это тоже еще не все. Где у нас нужна эта технологическая новинка? Вот пойдешь в город, и там все будут тебе завидовать. Видите, цепочка какая, да? Дорогая вещь, технологичная вещь, вещь, которой все завидуют. Если ты живешь в городе. И от этого, перед этим соблазном, Фортунато устоять не смог. Он выдает ему этого самого дальнего, правда, но родственника. Почему часы? Потому что часы – это ход времени. Маки обречены. Род Фальконе обречен. Их время закончилось. Время остановить нельзя, ход цивилизации остановить невозможно. И поэтому часы у нас встречаются в большом количестве новелл Мериме. В новелле «Кармен», если помните, Кармен заинтересовалась золотыми часами с боем. Вот. Ну, повторяю, тогда еще айфонов не было, поэтому были другие гаджеты. Она потом сперла у них, у него эти самые часы, украла. Это русская ваза. Там упоминаются часы с портретом любимого человека. Часы означают вот эта технологическая цивилизация, которую остановить нельзя. Само время на стороне этой цивилизации. И Маттео Фальконе убивает своего сына Фортунато. Это единственный сын. То есть все. Род Фальконе больше не продолжится. Это русская ваза. Действие этой новеллы происходит в Париже. Поэтому там все люди противные, мерзкие, ничтожные, такие мелкотравчатые очень, кроме одного, Сен-Кляр, героя. Ну, его поэтому никто не любит. Вот. Первая фраза, с которой начинается новелла, так и звучит: Сен-Кляра никто не любил. Ну, его это не волновало, потому что… Ну, Сен-Кляр влюбляется, дальше развивается любовная интрига, как именно там происходят события. Ну, во-первых, долго рассказывать, во-вторых, интересно почитать. Там вот такая мыльная опера, которую можно авторам сериала растянуть где-то на сезон, наверное. Там это одна новелла. Ну, в общем, из-за ссоры, из-за любимой женщины Сен-Кляр вызывает на дуэль человека по имени Темин. Происходит дуэль, и здесь
финал, да, это последний, ну, в общем, ближе к концу текста новеллы. Пересказывается, что произошло на дуэли. Сен-Клер потребовал, чтобы первым стрелял Тимин. Тимин выстрелил, я увидел, что Сен-Клер повернулся и тут же упал мертвым. Мне часто приходилось наблюдать, ну и так далее. Обратите внимание на последние две строчки. Ну, нет, последний абзац, который здесь на экране. Что сделал Тимин? Он с видом глубокого сожаления бросил на землю пистолет. Бросил с такой силой, что собачка сломалась. Ну, то есть одна из деталей пистолета. Пистолет английской фабрики Ментона. Не думаю, чтобы нашелся в Париже оружейник, способный его исправить. А в предыдущем абзаце говорится о том, что человека убили. Видите, как у нас, как сейчас говорят, приоритеты изменились. Человека не жалко, а вот пистолет жалко. Дорогой. И ремонту не подлежит. И называется новелла «Это русская ваза». Там этот предмет тоже играет определенную роль в развитии сюжета. То есть вот эта технологическая цивилизация, цивилизация вещей, она замещает и вытесняет людей. Ну и в финале какая у нас есть позиция? Куда податься человеку перед этим натиском бездушной цивилизации дегуманизирующей, как чуть позднее скажет Ортега и Гассет, этот испанский философ. Сейчас я на экран выведу два фрагмента текста, а вы постарайтесь угадать, из какой это новелла. Мне всегда казалось, что географы сами не знают, что говорят, помещая поле битвы при Монде в стороне пунических бастулов, близ теперешней Монды, милях в двух к северу от Марбельи. Битва при Монде – это последнее испанское сражение, выигранное Юлием Цезарем. Согласно собственным моим соображениям по поводу текста анонимного автора Бельмум Хиспанинса и кое-каким сведениям, почерпнутым в превосходной библиотеке герцога Осунского, я полагал, что достопамятное место, где Цезарь в последний раз сыграл на все против защитников республики, следует искать в окрестностях Матильи. Находясь в Андалусии ранней осенью 1830 года, я совершил довольно дальнюю поездку, чтобы разрешить еще оставшиеся у меня сомнения. Исследование, которое я в скором времени обнародую, окончательно убедит, я надеюсь, всех добросовестных археологов. Пока моя диссертация еще не разъяснила географические загадки, которые смущают все ученые Европу, я хочу вам рассказать небольшую повесть. Она ни в чем не предрешает интересного вопроса о местонахождении Мунды. Как вы думаете, какой рассказ Просперы Мориме начинается с вот этого довольно скучноватого текста? Пока думаете, я вам приведу второй фрагмент, который звучит в конце этого рассказа. Числительные повсеместно почти одни и те же. Немецкий диалект представляется мне гораздо более чистым, нежели испанский, ибо он сохранил много первоначальных грамматических форм, тогда как испанские цыгане усвоили форму кастильского наречия. Однако некоторые слова составляют исключение, свидетельствуя о древней общности языка. В немецком диалекте прошедшее время образуется присоединением «иум» к повелительному наклонению, всегда являющемуся основой глагола. В испанском романе все глаголы спрягаются по образцу кастильских глаголов первого спряжения. От неопределенного наклонения «джамар» есть следовало бы по общему правилу образовать «джама» я ел, от «лилар» брать, «лиле» я взял. Однако некоторые старые цыгане говорят в виде исключения, ну я тут не знаю, как произносится, да, «жайон», «лилон». Я не знаю других глаголов, которые сохранили бы эту древнюю форму. Поняли? Это карман. Карман, да. Никакого отношения, как вы понимаете, вот то, что я вам показал и зачитал, к основному сюжету не имеет. Вот эта последняя фраза в новелле «Кармен»
Всего этого, думается, мне достаточно, чтобы дать читателям Кармен выгодное представление о моих исследованиях в области романи. Романи – это цыганский язык. Я закончу пословицей, которая будет кстати. Здесь, кстати. В рот закрытый глухо, не залетит муха. Это последняя фраза в новелле «Кармен». То есть, где у нас спасение или утешение? Мы с вами где находимся? В каком месте? Правильно, в библиотеке. Поэтому единственное спасение и утешение с точки зрения Мериме, да, это занять позицию исследователя-филолога. И тогда вы сможете сохранить свой личный потенциал, изучая воровской жаргон, да, изучая быт нищих, да, уйти в мир исследователя, занять позицию наблюдателя. Похоже на то, что я говорил, когда комментировал роман «Хроника царствования Карла IX». Не надо занимать чью-либо сторону, давайте посмотрим, а что интересно же понять, как люди думали и что они чувствовали в те времена. Давайте займемся исследованием. Вот эта исследовательская позиция с точки зрения Мериме, ну, по крайней мере, это можно прочитать в текстах его новелл, она и позволяет примириться с этой ужасной реальностью. Точно так же в одной из самых страшных новелл Мериме «Локис» про оборотня. А кто главный герой? Исследователь, занимающийся историей индоевропейских языков. Филолог. Да? В общем, вот эта башня из слоновой кости, она позволяет нам дистанцироваться и сохранить свою душу в более или менее приемлемом состоянии. Ну, нечто похожее потом Флабер будет говорить о том, что мы живем в эпоху пошлости, но если ее грамотно, правильно описать нужными словами, тогда вы можете с этой пошлостью примириться. Кармен, в заключение скажу, Кармен в этом отношении показательна. Почему? Потому что у отечественного исследователя Лукова есть такой термин, описывающий такого рода тексты. Эллиптическая новелла. То есть это новелла, где есть две независимые истории. В Кармен это история путешественника, который по Испании не скитается, а ведет работу исследовательскую, историческую и этнографическую. Вот. А вторая история это Кармен и Хосе. Вот. И с точки зрения исследователей это пример того, как вот исследовательская позиция может быть реализована по отношению к такому материалу. То есть как обычный человек, живущий в XIX веке, должен контактировать, общаться вот с этим экзотическим материалом, для него экзотическим, да? Через гуманитарные науки, через филологию. Но ни в коем случае не физика и химия. Почему? Потому что, напоминаю, новеллу Таманга. Если вы грамотный инженер и производите высококачественную сталь, из нее обязательно сделают кандалы новейшей марки. А вот если вы изучаете цыганский язык, то вы с цыганами найдете общий язык, и никакого вреда окружающему вас миру не причините. Да? В общем, спор между физиками и лириками у Мериме полностью в сторону лириков. Вот. Тоже всегда есть люди, которые меняют мир к лучшему. А вот вопрос, к лучшему ли? Итак, ну вот, на этом я заканчиваю, у меня все.